Если в селе у нас кто-то умер, да, а я не знаю, пока не похоронят этого человека, горно не горит, температуру не дают. С горным металлом и наковальней он даже не разговаривает, проживает каждый эпизод своей жизни. День за днем, удар за ударом, как с близким человеком, который принимает тепло его рук и отдает свое. Вот я вытаскиваю металл, или вот она в горне, да, в горне. Я его не вижу, но я чувствую его. Вот он часть моего тела. Я вот его так чувствую, металл. В своей сложенной из камней кузне он превращает раскаленную сталь в холодные клинки. Его кавказские ножи-бичаки не для боя, но режут как бритва. Они все на продажу, но не всякому дано их купить. У того, кто металлу доверяет больше, чем себе. Но есть же завистные люди такие. Они сами за собой этого не чувствуют. Но есть завистные. Не работает. Не подчиняется металл. Не хочет для этого человека. Это его секрет и технология. Мастера, который полвека уже у пылающего горна возвращает древнему ремеслу этой земли его главную суть. Механически научиться ковать можно, освоить технологию, отработать удар. Но настоящий мастер должен чувствовать металл. Только так получится не безделушка, а произведение кузнечного искусства. Не для сражений. Противолавинная артиллерия при Эльбрусе со дня на день ждет команды «Огонь». Сезон обстрела горных склонов придет вместе с настоящим снегом. А с ним и лавины – вечное поле боя для тех, у кого рабочее место – Эльбрус. К его вершине им каждое утро в полном снаряжении, да еще с санями Акья. Незаменимое горное средство эвакуации. И тяжелая ноша, если пострадавший весит, как два спасателя. Когда за 100 килограмм, то на медленной скорости, вот под Акьей находится цепь. Мы ее нагружаем за ручки. И посредством этой нагрузки мы замедляем ход. С вершины до подножья переломанного альпиниста или лыжника она спустит за минуты. Быстрее любой канатки и даже вертолета. Ему не к каждому склону подлететь. А мощные гусеницы ратраков пока буксуют выше 4500, продавливая слабый еще снег до ледяных полей. Машина не предназначена для льда. Она должна ехать по снегу. И ребятам приходится с высоты 4400 и на вершину пешком иногда приходится идти. А там даже им, рожденным в этих горах, по такому принципу подбирают спасателей непросто. И они поднимаются изо дня в день тренировать организм, чтобы кислородный голод не заставил остановиться. Сюда стремятся за этой красотой, где пики выше облаков. Но уже на 4000 дышать очень тяжело. Сердце, кажется, разгоняется до 120 ударов. Если еще выше, запросто можно заработать горную болезнь. Там бывает и погибают те, у кого жажда высоты беспредельна, а опыта ноль. Но остановить не готовых к таким высотам невозможно. Не прежние времена, когда к этой вершине подпускали только альпинистов-разрядников, а подниматься быстрее, чем за 9 дней с паузами на адаптацию не позволяли вообще никому. Теперь на Эльбрус кто угодно, хоть бегом. Я вижу, что он не готов, у него снаряжение не подходит, но я не имею права его запрещать. А потом уже наши проблемы. Пострадал человек, надо идти. Вряд ли многие из тех, кто едет за 1000 километров, чтобы коснуться снега у вершин, догадываются. Он создает красоту ударами молотка. В его руках бесформенные камни удивительным образом превращаются в элементы картин. Мозаику из расколотых булыжников. Не спиленных, не шлифованных, просто подобранных у дороги. Точнее, если верить мастеру, попросившихся в дом. По дороге идешь, по обочине, по речке. Камень сам подсказывает. Возьми меня и ломай. Поставь меня на хорошее место. Среди сложенных из камней, башен, стен и улиц, где когда-то кипела жизнь, его искусство должно было появиться. Каменная древность здесь словно отпечатана в тумане, поднимающемся от реки. Сюда идут за красотой, историей и вдохновением в горы, где рождает музыка.